Айдар ага, к вам вопрос. В том контексте, в котором была названа эта передача, как вы считаете, человеку религиозному, духовному, будучи, скажем, заместителем так называемого крымского муфтията, подобало ли приходить на передачу с таким названием? Вот я помню Рифат ага в студии одной передачи, когда он сказал, что если бы я знал, что будут такие гости, я бы вообще не пришел. И теперь человек, будучи религиозным и идя на такую передачу, зная, что она будет так называться, это вообще насколько морально, этически для человека религиозного вот, принимать участие в них? Ответ очевидный, естественно. Это не подобает религиозному деятелю, но на сегодняшний день то духовенство, которое там находится, вот, в связи с активным участием, работой с оккупантами, они полностью дискредитировали себя. Ведь, как известно, там писались их доносы на наших граждан, на наших соотечественников. Об этом мы позже поговорим. Да, это все кощунственно. Ну, в принципе, для российского оккупанта ничего священного не осталось. Вот они просто марионетки в их руках. Сказали прийти на передачу, сказали, надо присутствовать. Видимо, там был приказ, которого нельзя слушаться.